Я в полной мере сознаю, какую ответственность принимаю на себя, вступая в должность. Я буду неустанно бороться за то, чтобы оправдать доверие британского народа и осуществлять то, во что верю. Хочу привести слова святого Франциска Ассизского. «Где раздор, да будет согласие. Где разрушение, да будет правда. Где сомнение, да будет вера. И где отчаяние, да будет надежда». Мне кажется, они как нельзя лучше подходят к данному торжественному моменту. Castle Rock Entertainment представляет Hell's Kitchen Production. Фильм Терри Джорджа. Хелен Миррен, Фионула Фланаган. В фильме «Сыновья». В фильме снимались Эйден Гиллен, Дэвид О'Хара, Тим Вудвард, Том Холландер и другие. Композитор Билл Виллан. Оператор Джеффри Симпсон. Авторы сценария Терри Джордж и Джим Шеридан. Продюсеры Джим Шеридан, Артур Леппин и Эдвард Берг. Режиссер Терри Джордж. Что эти уроды делают на мосту? Северная Ирландия, 1979 год. Освободить дорогу. У премьер-министра совершенно новый подход к проблеме Северной Ирландии. Наша стратегия покоится на 3 китах. Изоляция, криминальная обстановка, деморализация. Мы перекрываем вот эти дороги через границу. Они под нашим контролем. Так мы изолируем их районы. Криминальная обстановка — это люди, преступники, они не солдаты. Они не партизаны. Войны нет. Есть только криминал. Деморализация. Их надо посадить за решетку. Тим, какая обстановка сейчас в тюрьмах? Практика показывает, что борьба с заключенными Ирландской республиканской армии террористам на руку. Их поддерживают еще больше. Спасибо, Тим. Полагаю, надо слегка изменить тактику. Мы хотим, чтобы тюрьмы были активом, а не пассивом. Ведь именно там мы переломим хребет всей Ирландской республиканской армии. Джерард! Фрэнк назначил срочный сбор. Мне надо идти.
Боже, решай. Мы не можем это так оставить. Нет разрешения из Дублина. Мне плевать, мы должны отомстить. Кто может достать чистую незасвеченную машину? Отвечайте. Что на завтрак, ма? Лиам, на кого ты похож? Надо за собой следить. Яйца садись. Сегодня в смятку. Хорошо. Ублюдки. Взрывают все мосты. Дома, пожалуйста, без выражений. Зачем? Зачем? Чтобы контролировать нас. Нас? Что значит нас? Это вкрутую. Очень смешно. Ну вот. Теперь как надо. Где мой обед? Кто съел мой обед? Я взял яблоко. Лучше бы ты работал. Просто одно яблоко. Она на диете. Выпей чаю. Наверное, замерз. Можно взять твою машину? Машину зачем? Надо купить ботинки. Хорошо. До школы меня довезешь? Конечно. Ну хорошо. Держи. Ну как, яйцо? Боже мой, опаздываем. Давай, давай, доедай живо. Мы идем, Джерард. Стойте, стойте! Распугайте мне коров! Стойте! Что это такое? Как нам быть со скотиной? Так твой сын не сможет убивать, а потом убегать через границу. Мой сын не будет от тебя бегать, Макпик. Слабо ты домой, Энни. Подальше от неприятностей. Иди, ма! Ну их! Скажи своему Фрэнки, что мы его возьмем. Сам и скажи. Так, ребятки, опускайте. Отходим. Мерзавцы. Дорога закрыта. Боже мой. А у меня сегодня репетиция. Заберешь нас в 4? Да. И не трать слишком много. Ладно, бегом, Лем. Прости, я опоздала, Бренда. Ничего. Как дела? Все в порядке? Хорошо. Боже, дорогу перекрыли. Невероятно. Так, вот план. Давай. Поехали.
Гони! Спокойно, спокойно. Успокойтесь. Прочь с дороги! С дороги, черт возьми! Боже. С дороги! Уходите, или я вас арестую. Мадам, мы торопимся. Тереза, идем. Он ругался на меня. Ах ты дерзкая. Они мне не указ. Не трогайте меня. Идем, идем. Оставьте меня в покое. Идемте, девочки. Идемте быстрее, прошу вас. Быстрее. Ты сегодня рано. Что-то взорвали. Школа закрыта. Разве ты не слышал? Я был в Кастлорде. Так. А ботинки купил? Не нашел, что хотел. Хочешь сказать, что я зря шла домой пешком? Боже, завари мне чаю. Чья работа? Мы полагаем, что это Фрэнк Хиггинс. Взять его. Быстро. Здравствуйте, сестра Бернандина. Вы ударили вчера мою дочь. Простите. Ударили и унизили ее перед этими британцами. Прошу вас, миссис Хиггинс. Энни Хиггинс, скандалистка. Уходите из моей школы. Богом клянусь, я вам не позволю. Уходите, или я вызову полицию. Думаете, я боюсь полиции? Еще раз ее тронете, и ваше одеяние вас не спасет. Живо на занятия. Все нормально? Порядок. Он хочет зайти вечером, хорошо? Мы пройдем за даме. Ладно, собак выпускать не буду. Хорошо. С Рождеством. До встречи. Видела? Да, это он. А номер машины? Да. 2 пива. Леди и джентльмены, скоро завершится наша рождественская лотерея. А пока... Спасибо. Спасибо. Это от бабули, да? Спасибо, бабуля. Пожалуйста. Спасибо, Джерард. Вставай, пригласи маму на танец, а то она скучает. Я не танцую. Пойдем, так хочется потанцевать с первым красавцем. Да, а придется довольствоваться мной. Ты меня устраиваешь. Боже, все время забываю, какой ты высокий. Джерард, иногда ты так напоминаешь мне отца. Нет, он был выше. Зато волосы были короче. Точно. Слушай, никак не пойму, почему ты не вернешься в университет? Только не надо мне опять про университет. Я не собираюсь читать тебе мораль, Джерард. Просто не понимаю, почему ты не хочешь вернуться? Мне нужен перерыв на год, Зачем? чтобы научиться танцевать.
Не хочу, чтобы ты загубил свою жизнь. Джерард, Дети, смотрите, кто к нам пришел. Здравствуйте, здравствуйте! Подходите, получайте подарки. Мне пора. Надо вручить один подарок. кому? Ты ее не знаешь. Пока. Дай мне еще денег, я все истратил. Все, пойдем посмотрим, что тебе принес Санта-Клаус. Ради бога, сядь, мама. Они придут? Да. Всем приготовиться. Группа Альфа. Это они. Привет. Привет. Заходи. Все в порядке? Да, в порядке. Тереза, выпусти собаку. Хорошо, мам. Идем, Шеп. Привет, ма. Привет, па. Все еще бегаешь? Да смешной ты, право. Мама, С Рождеством. все хорошо? Да. Ты надолго? Не очень. Хотя бы поужинай. Ладно. Хорошо. С Рождеством. Зря ты это. Годится? Да. Прошу за стол. Да, хорошо. Так, садись туда. Па, тебе помочь? Не, все нормально. Мы подождем. Спасибо. Сядешь за стол как раз к Новому году? Ничего. Нравится? Да. Вот сигары. Сигары. Большое спасибо. Вот тебе подарок. Боже, Рождество, Рождество. Думаю, все готово. О, Господи, так и сидеть каждый год с лишним стулом, да? Ладно тебе. Он умер, его не вернешь. Ладно. Боже мой, какая красота. Это твоему папе. Вот, смотри, смотри. Возьми. Да возьми ты. Возьми. Боже, Фрэнки. Уходим. Что такое, ма? Боже мой, ма! Служба безопасности! Нет! Нет! Меня ранили. Фрэнки, вставай! Уйдите! Уйдите! Не с места! Давай сюда! Сюда! Не останавливайся, Фрэнк! Живо, живо! Быстрей, быстрей! Боже!
А ну, руки вверх! Мы нашли их, сэр! Ну, привет, Фрэнк. А это кто? Увести. Мы их взяли! Боже мой! Пустите, пустите! Фрэнки! Фрэнки! Пустите! Фрэнки! Фрэнк! 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 Ну и танец. Конечно. Говорю же тебе, я бы не рискнула танцевать. Передай, пожалуйста, целлофан. Боже мой. Что такое? В чем дело? Проверить сзади. Кто еще в доме? Только мои дочь и сын. А ваш муж? Он умер. Не трогайте меня! Лем! Пустите, пожалуйста, все нормально. Простите, что вы здесь делаете? Где Джерард? Он со своей подружкой. Не надо мне врать. Я не вру. Она говорит правду. Мы его взяли. Он арестован. Обвиняется в покушении на убийство. Боже, на кого ты похож? Не трогать. Значит, одежду получил. Да. Джерард, убит человек. Это был солдат. У него тоже мать, как и у тебя. Он хотел убить нас, и его застрелили. Все просто. Боже. Ты мне соврал. Так надо было, чтобы оградить тебя. Меня? Я думал, тебе это не по силам. Столько лет уходила от этой темы, да? Я твоя мать. Так что не говори, ты меня не ограждаешь. Прости. Этого мало, Джерард. Послушай. Послушай. Там внизу адвокат. Он говорит, что все уладит, если ты... Вот что я скажу тебе. Сидеть мне, наверное, долго, и адвокат не нужен. Ведь я военнопленный. Я не преступник. И этот суд я не признаю. Ты в своем уме? Да, я в своем уме. Время вышло. Нет, я не все сказала, я... Джерард, Все будет хорошо. Все будет хорошо. послушайте, я... Мне надо будет увидеть его еще. Джерард, я вернусь. Сумочку, пожалуйста. Хорошо, проходите. Ваш сын отказывается встречаться со мной, миссис Куигли. Неважно, ему нужна защита. Я постараюсь. Миссис Куигли, я Дэнни Бойл, глава движения Шин Фейн в Белфасте. Да, я знаю, кто вы. Зачем вы здесь? Чтобы поддержать вашего сына. Моему сыну ваша поддержка не нужна, мистер Бойл. Фрэнки! Все в порядке, ма. Порядок.
Тихо, тихо! Встать! У подсудимых есть адвокаты? Я адвокат Джерарда Куигли, Ваша честь. Нет, это не так. Подсудимый отказывается от защиты. Это его право. Мы военнопленные из Ирландской республиканской армии. Мы отказываемся участвовать в этом фарсе. Британский суд в Ирландии неполномочен. Мы не преступники. Это официальный суд, сэр. Он уполномочен королевой. Секретарь запишет, что вы считаете себя невиновным. Продолжим. Улика номер 1, Ваша честь. Ваша честь, это автомат Калашникова, АК-47. Боевое оружие, один из 2 обнаруженных при аресте. На нем обнаружены отпечатки пальцев обоих подзащитных. И выяснено, что стрелял из него подсудимый Джерард Куигли. Следующая улика, Ваша честь. Ваша честь, мы также захватили эту гранату. Она состоит из синтакса и взрывателя. Из тех, что изготавливают и используют в ИРА. В условиях чрезвычайного суда в роли присяжных выступаю я сам. Итак, подсудимые. Не имеете права. Они политзаключенные. Виновные. Они не преступники. Вывести ее. Не трогайте ее! Стойте! Джерард! Фрэнк Хиггинс, вы опасный уголовник. Приговариваю вас к пожизненному заключению. Приговор обжалованию не подлежит. Джерард Куигли, вы помогали террористу Хиггинсу. Приговариваю вас к 12 годам тюрьмы. Не надо. Я сама. Я сама. Дорогу. Одевайтесь. Мерфи, опять здесь. В чем дело? Я военнопленный. От арестантской робы отказываюсь. Отказываешься? Ну, а ты? И ты отказываешься? Отказываюсь. Пойдете в спецотсек. Попрошу ваш пропуск. Мы к Джерарду Куигли. Одну секунду. Тут женщина к Джерарду Куигли. Он бунтует. Спасибо. Сегодня не получится. Освободите проезд. Его только что осудили, я его еще не видела. Он участвует в бунте. Ничем не могу помочь. Попрошу освободить проезд. Вы не даете проехать другим. Двое. 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 Привет, Фрэнк. Как дела? Здорово, Фрэнки. Нечистоты. Фрэнки, рад тебя видеть.
Вперед! Удачи, Джерард. Так, Санс, будешь не один. Бобби, Плохо выгляжу. ты похож на Иисуса Христа. Ваша роба, Куигли. Вот твоя роба. Почему ты здесь? Я уволилась. Что? Не могу больше там работать. Почему? Мне не доверяют. Кто-то так и сказал? Нет, просто знаю. Ну что ты, Элис? Чертов банк, мама. Ира грабили его 4 раза. Джерард не грабил. Откуда ты знаешь? Где будешь работать? Здесь не останусь. Ненавижу эту страну. Идем, Элис, а то опоздаем. Успокойся, мама. Самолет только в 11. Очень тяжело. Нет. А что с ним будешь делать? Все, что смогу. Идем. Спасибо, мистер Уилсон. Привет, Сэм. Привет, Тим. Хотел меня видеть? Это продолжается уже 2 года, так? Да. И сколько сейчас таких отказников? Приблизительно 300, но цифра меняется. Пусть их оденут в тюремную робу. Мы уже все перепробовали. Нет, не все. Подъем, вставай. Упражнение, ребята, начинаем, вставай. Боже, как будто мы и впрямь военнопленные. Холодно. Какого черта? Зачем это нам? Для дисциплины, давай, хватит болтать, отжимайся. Слушай, лучше бы с девицей, а? Давай, давай, красотка. О, черт. 18, 19, 20. Ребята, 20 раз от пола. Черт. Начать с Санса. 36. Без робы не выносить. В чем дело? Нечистоты без робы не выносить.
Это нас не остановит, верно? Разбиваем окна! Разбиваем окна! Вынести кровать! Алло, это Энни Хиггинс, мать Фрэнки. Здравствуйте, миссис Хиггинс. Вас хочет видеть ваш сын. Он уже не протестует? Бунтует? Я знаю одно, он ждет вас в пятницу. Может, и меня заодно подвезете? Что такое, миссис Хиггинс? Не знаю, не знаю. Мне пора идти. До свидания, до пятницы. Нет, я бросила, спасибо. Я бы тоже бросила, но в этой чертовой стране умереть можно в любую секунду. Куигли? Да, Хиггинс? Двенадцатая. В 12-ю. 10-я. Сидеть. борода. Она тебя старит. Как жизнь, миссис Куигли? Джерард, ты снимаешь свой протест? Нет, ма. Но я... В чем дело? Надо послать записку на волю. Нас не выпускают в туалет. И что вы делаете? Мы сначала выливали за окно, но они их перекрыли. И мы выливали под дверь. Там тоже перекрыли. И мы стали выливать на стены. Нечистоты на стены? А что нам остается? Боже, как же это можно? Слушай, я должен передать записку Дэнни Бойлу. Это очень важно, ма. Я люблю тебя. Предъявите пропуск. Руки в стороны. Ничего не выносите? Нет. Проходите. Все в порядке? Садитесь. Как вы смеете? Что? Знали, что у меня записка, да? Я просто хотела увидеть сына. Что в этой записке? Не знаю. Я не стану участвовать в насилии. Знаю только, что Бобби Санс хотел передать на волю записку. Я ее сейчас же прочту.
Дайте сюда. Дайте мне. Это документ Ира. Дайте мне, миссис Куигли. Нет. Мой друг, британцы заставили нас жить в нашем собственном дерьме. Моральный дух падает. Если ничего не придумаешь, нам придется идти до конца и объявить голодовку. Это не угроза, а реальность. Твой друг и товарищ Бобби Санс. Идемте. Туда не пойду. Дайте мне записку. Нет. Пусть он выйдет сюда. Тут 3 убили наповал. Здравствуйте. Из-за вас мой сын вытирает свое дерьмо о стены. Погодите. Вашего сына посадили британцы, миссис Куигли, а не я. У вас что-то есть для меня? Вы прочли? Он пишет про голодовку, Дэнни. Что собираетесь делать? Надо что-то делать. Что вы сделаете? Надо победить их на улицах. Понятно, разбить и разрушить больше ничего не умеете, да? Подождите, Кэтлин, подождите. Вы идете, Энни? Понятно. Кто с ними не согласен, тот враг. Так, да? Боже, надо выпить. Видите? Руки так и ходят ходуном. Может, таблетку валиума? Успокаивает. Нет. Как хотите. Вы идете? Фунт 60. Большое спасибо. Пересядьте, здесь я не сяду. А что такое? Под ней сидеть не буду. От нее и бренди скиснет. Твое здоровье. А что это значит? Придет и наш день. Что за день, Энни? Когда британцы уберутся домой. Когда чертовы британцы уберутся, только об этом и думаете, да? А моя жизнь все равно не изменится. Ну, ваша жизнь и моя — это разные вещи. Моего сына убили британцы. Идите вы со своим бренди. Энни. Все в порядке, леди? Да, все хорошо. Еще 2 бренди, пожалуйста. Сию секундочку.
Простите, Энни, я не знала. Боже, как ужасно потерять ребенка. Пожалуйста, все хорошо? Да, спасибо. Спасибо. Так, парни, месса. Месса! Пора на мессу. Черт, это же Робинзон Крузо. Простите, святой отец. Фрэнки, хочешь отслужить мессу? Хорошо. Ваше Преосвященство, это Бобби Санс. Ваше Преосвященство, Рад тебя видеть. я тоже очень рад, что вы пришли. Это мой святой долг. Вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, блаженный, званный на вечерю Агнца. Господи, я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи хоть слово, исцелится душа моя. Тело Христово. Тело Христово. Тело Христово. Тело Христово. CBS News, кардинал. Кардинал, Бобби Санс что-нибудь сказал вам? Ваши впечатления? В бытность молодым священником я одно время работал с бедняками на стоках Калькутты. Кто его впустил? Я. Зачем? Он глава Римской католической церкви в Ирландии. Они размазывают фекалии по стенам, выливают мочу под дверь. Даже животных не содержат в таких условиях. А тут 340 живых людей. Вы можете это представить? Я член британского парламента, и это так не оставлю. Обещаю вам. Ну вот, канализацию прорвало. Джентльмены, я рад, что вы относитесь к этому с юмором. Мы должны предстать поборниками справедливости. Знаю, компромисс. У вас слово ругательное, но нам надо срочно что-то придумать, иначе мы все испортим. Вот болван. Зачем нам его терпеть? Его поддерживают. И, возможно, он прав. Я привезла свежие яйца и свежий хлеб. Вы меня подвезли. Ну что вы? Нет, нет, возьмите. Спасибо вам большое. Началась большая кампания. Думаете, что-нибудь получится? Они не могут игнорировать папу, кардинала и члена парламента. Да. Миссис Хиггинс, выпейте чашку чая. Нет, спасибо, нет. Джимми, один. Мне надо домой. Спасибо, миссис Хиггинс. Пожалуйста. Я подумала, все, застрелили. Боже, у меня прямо сердце оборвалось. Может, подвезете? Да-да, прошу вас. Пойдемте. Наверное, здорово водить машину. Так, зачем мы сюда приехали? Увидите? Давайте, садитесь. Давайте, давайте.
Попробуйте так. Включите передачу и потихоньку вперед. Боже! Простите, жмите. Я жму. Нет, нет, не этой ногой, другой. Что значит другой? Не жмите на тормоз, другой ногой. Поверните руль. Руль? В какую сторону? Просто поверните. Один деятель из МИДа предлагает нам соглашение. Ты шутишь? Я серьезно. Обалдеть. Спокойно, спокойно. Не будем терять голову. Держи. Боже, откуда это? Он дал, как бы трубка мира. Покурим, черт возьми. И что он предлагает? Гражданская одежда, обучение вместо тюремной работы, досрочное освобождение. В общем, почти все, что мы требовали. А кто он такой? Он дипломат. Дипломат. Тут хватит на 6 штук. Черт! Боже, прилив. Здравствуйте. Там люди. Здравствуйте. Здравствуйте. Сюда, ребята. Отойдите, леди. Так, вверх. Взяли. Боже. Хорошо, что мы оказались рядом. Да, спасибо. Спасибо большое. Отлично. Неплохо. Вот так. Чувствуешь себя свободной, правда? Да, пока не завязнешь. Хорошо, что они были рядом. Я ведь не всех ненавижу. Так что... Мама! Мама! Соглашение! Ты шутишь? У них будет своя одежда. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Все позади. Все позади. За это надо выпить. Нам надо выпить, Джимми. Сумрак вечерний наводит печаль. День отошел, и прошлого жаль. Как я хочу быть с тобой, мой родной. Каждый день вспоминаю поцелуй нежный твой. Нет, 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 нет. Куколка-красотка. Большая куколка-красотка. Я тебя обниму, а потом хоть в тюрьму. You beautiful doll, you great big beautiful doll. If you ever leave me, how my heart would break. Ма! Я устала. Отвали. Прости, Тереза. Спокойной ночи. As I walked out in the morning, just then I met this Nancy Blair. There's just one thing that's on my mind.
Уходи, чужой король! Leaving Nancy there behind! Уходи, чужой король! Нет, это принять не могу. Простите, что значит нет? Нас заверили, что они могут носить свою одежду. Нет, не свою, гражданскую одежду. Не понимаю, наш член парламента Фред Макгвайр сказал, что по новым правилам разрешено носить свою одежду. Что это? Ваша новая одежда. Насчет того, что заключенные в Северной Ирландии получили официальное разрешение носить гражданскую одежду, а не тюремную робу, мы решили, что это должно распространяться на всех. И, соответственно, дали такое разрешение всем заключенным. Нет, 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 мы не говорили собственную одежду. Было сказано гражданскую. Послушайте, я дипломат на службе Ее Величества. Соглашение я выполняю. Это война, а не дипломатия. Вот как. Я точно помню, как ты говорил, что это не война. Надо, наконец, усвоить, что эти люди террористы. Их надо полностью выявить, а потом покончить со всеми разом. Вы понимаете это или нет? Слушайте, ребята. С Калом покончено. Мы не будем больше жить как свиньи. Мы провели голосование во всех наших блоках. Завтра начинается голодовка. Завтра. Нет. Первое марта 1981 года. Кто такой Бобби Санс? Пойдем, Майкл. Не дайте ему умереть. Первый день Бобби Санс. Говорите. Элис? Элис, это я. Мама, как ты? Все хорошо. Слушай, Элис, заключенные объявляют голодовку. И наш Джерард тоже? Нет, нет. Точно? Да, да, точно. Ладно. Хочешь, я приеду? Нет, не надо. Через каждые 10 дней к голодовке присоединяется еще один заключенный. Член парламента Фрэнк Макгвайр приглашает вас обсудить положение с голодовкой. Бобби Санс голодает уже 15 дней. Надо что-то делать. Шин Фейн делают все, что можно. Сюда. Фрэнк Макгвайр уже выступал? Нет, пока ничего нового. Хорошо. Ватикан уже в курсе? Папа знает? Папа знает. Да, церковь делает все, что может. Церковь просто сидит, сложа руки. Шин Фейн только перекрывает дороги, только мешает, как обычно. Джентльмены, прошу вас. Вы наш член парламента. Что делаете вы? А что делаете все вы? Итак, правительству позарез нужен мой голос по бюджету. Думаю, мы настоим на своем. Заключенные могут рассчитывать на Фрэнка Макгвайра. Нам только один. Сожалею, но так положено. Прерываем программу. Экстренный выпуск известий.
скончался мистер Фрэнк Магуайр, независимый член парламента, борец за освобождение своей родины. Мистер Магуайр имел вес в парламенте и активно поддерживал заключенных, объявивших голодовку. Он умер дома от разрыва сердца. Черт. По прошествии приблизительно 50 дней начинается физическая деградация. Затрагиваются жизненные органы. Зрение слабеет, болезненно реагирует на свет. Мускульная система дряхлеет. Звонили из тюрьмы, кажется, у нас трудности. Нервная система. Наблюдаются спазмы. Слушайте, решено выдвинуть Санса в парламент вместо Магуайра. Отличная мысль. Поможете нашей компании? Что значит нашей? Вы про Шин Фейн? Нет. Помочь участникам голодовки. Энни, я против насилия. Вы должны это понять. Насилие здесь ни при чем, миссис Куингли. Речь о выборах. Премьер-министр еще раз? Нет таких вещей, как политическое убийство, политический взрыв или политическое насилие. Об этом не может быть и речи. Никакого политического статуса. Мы пресечем любые попытки запугать нас. Не дайте им умереть. Даешь политический статус. Голосуйте за Бобби Санса. Голосуйте за Бобби Санса. Пожалуйста, поддержите участников голодовки. Вы проголосуете против британского засилья в Ирландии. Голосуйте за Бобби Санса. Не забудьте про этот день. Сэр, выберите Бобби. Голосуйте за Бобби Санса. Голосуйте за Бобби Санса. Голосуйте за Бобби Санса. Прошу вас, голосуйте за Бобби Санса. Голосуйте за Бобби Санса. Поддержите заключенных в их борьбе за политический статус. Голосуйте за него. Не дайте ему умереть. Голосуйте за Бобби Санса. Поддержите заключенных в их борьбе за политический статус. Не дайте ему умереть. Поддержите заключенных. Голосуйте за Бобби Санса. Миссис Куигли, можно вас? Решили почтить нас своим присутствием? Да, конечно, мать-настоятельница. Я появляюсь реже, но вы понимаете, что я очень занята. Это я забрала в вашем классе. Отстраняю вас от работы. Да. Доброе утро, миссис Куигли. Доброе утро. Миссис Уиллен, спасибо. Я продолжу. Спасибо, миссис Уиллен. Рада вас видеть. Так, страница 95. Доброе утро, мать-настоятельница. Садитесь. Можно с вами поговорить? Да, конечно, мать-настоятельница. Уходите из моей школы. При всем уважении, мать-настоятельница, я советую вам позвонить кардиналу и сказать, почему вы меня отстраняете. Если хотите, дам его телефон. А сейчас, извините, у меня урок. Большое спасибо, мать-настоятельница.
Так, какая у нас страница? 95. 95. Надо его положить в тюремную больницу. Не трогайте. Я сам. Я подниму тебя, хорошо? О, боже. Так. Сейчас опущу тебе ноги. Так. Хорошо, а сейчас подниму. Раз, два, три. Откинься. Так. Я тебя не подведу. Ну все, все. Держитесь, ребята. Держитесь. Избирательный участок. Проголосовали? Дайни. Я должна признаться, это впервые в моей жизни. Ну, мы тоже не очень-то привыкли к избирательным урнам. Боже, Энни, вы думаете, он победит? Обстановка наэлектризована, а мы ждем результатов голосования. Это одна из самых ожесточенных кампаний в истории Северной Ирландии. Беспрецедентным образом премьер-министр Маргарет Тэтчер призвала избирателей не голосовать за заключенного Ира Бобби Санса. А теперь прямой эфир. У микрофона председатель избирательной комиссии. Вест-Хэвилд. Юнионистская и консервативные партии Великобритании и Северной Ирландии 29 046 голосов. Санс Роберт. Политзаключенный. 30 000. 30 400 голосов. Он победил. Победил. Объявляю Роберта Санса законно избранным в парламент от избирательного участка Северной Ирландии. Победа! Бобби Санс, член парламента! Тюремный лазарет. Бобби,
Бобби. Бобби. Бобби, ты победил. Ты настоял на своем. Может, хватит? Они пойдут на соглашение. Я пойду до конца. До конца. Бобби на пороге смерти. Рэй Фрэнсис в критическом состоянии. Если продолжите голодовку, вы должны понимать, что умрете. Мы все в этом участвуем. Им придется убить всех нас. Я не подведу Бобби. Нет. 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 Боже мой. Джеральд. А как же Лиам? Как Лиам? Ты не можешь. Ты не вправе. Ты не вправе. Слышишь? Нет, пожалуйста. Я еще не все сказала. Визит окончен. Нет, пожалуйста, верните его. Мне надо. Визит окончен. Пожалуйста, прошу вас. Пожалуйста. Ничего не можем поделать. У нас связаны руки. Ваш сын принял решение. Пожалуйста, я не успела. Пожалуйста, дайте мне немного времени. Идем, пойдемте. Мне надо еще его увидеть. Ничего, ничего. Пусть не видит ваших слабостей. Возьмите себя в руки, прошу вас. Тише. Успокойтесь, прошу вас. Не надо, не плачьте. Успокойтесь. Хватит, хватит. Пожалуйста. Дайте мне ключи. Господи. Хорошо. Да, мы очень тронуты, миссис Куигли, но объясните моим коллегам, зачем вы приехали и на что вы надеетесь? Ну, мы приехали просить, умолять за жизнь наших детей, за Бобби Санса, члена парламента. Мы просим убедить правительство пойти им навстречу, поговорить с ними, прийти к соглашению, пока еще не поздно, пока никто не умер. А они сами угомонятся? Простите, мадам. Они террористы. Правительство Ее Величества, которое я представляю, в переговоры с террористами не вступает. Мой сын не террорист. Ваш сын осужденный убийца. Послушайте, они даже не позволяют Бобби Сансу обратиться к прессе. Он наш член парламента, но у нас нет голоса. 30 тысяч человек проголосовало за Бобби Санса, больше, чем за Тэтчер. Чего же вы боитесь? Может быть, вы не знаете, но судьба ваших детей в ваших руках. В законе ясно сказано, что если ваши сыновья потеряют сознание, вы вправе отменить их голодовку. Конечно, ни одна мать не оставит сына умирать. Напряжение в Белфасте нарастает. Сообщили, что Бобби Сансу жить осталось всего несколько часов. 5 мая 1981 года. Похоже, не было никаких попыток урегулировать конфликт. Санс голодает 65 дней. Оставьте его в покое. Он член нашего парламента. Оставьте его, мерзавцы! Просим всех присоединиться к нам для молитвы около полиции. Кэтлин, выстроитесь все на углу. Кэтлин.
родила Спасителя наших душ. Преславная Преснодева, Матерь Христа Бога, моли за нас грешных ныне и в час нашей смерти. Аминь. Богородица Дева, радуйся. Благодатная Мария, Господь с тобой. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Он умер! Лиам! 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 Нет! Нет! Лиам! Нет! Нет! Идем, идем! Становись! Заряжай! Огонь! 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 Около 100 тысяч человек пришли на похороны. За границей прокатилась волна протеста. Это разгром. Это официальная позиция МИДа или только ваша? Вам что-нибудь известно о роли ирландских мучеников в истории? 1960 год. Пирс Коннелли. Вы сотворили еще одного. Миссис Тэтчер просит проявить милосердие. Не дайте никому больше умереть! Не дайте никому больше умереть! Поддержите нас! Поддержите нас! Не дайте никому больше умереть! Не дайте никому больше умереть! Поддержите нас! Поддержите нас! Помните Бобби Санса!
Ничего. Это просто моча. Все в порядке? Все в порядке. Все в порядке. Мы отвезем тебя домой. Идем, идем, идем. Ничего. Все в порядке. Все в порядке. Я в порядке. Она в порядке. Мерзавцы! Кто здесь? Мама! Элис. Я вернулась. Хорошо. Пятнадцатый день. Джерард Куигли. Теперь в голодовке участвует 10 человек. Самые первые закоренелые преступники, убивавшие невинных людей. А дальше молодежь, имевшая к этому лишь косвенное отношение. Я не уверен, что ответственность надо перекладывать на семьи. Ведь мы не вступаем в переговоры с террористами, верно? Кому подчиняется Харрингтон? Он наблюдатель тюрем от МИДа. Поосторожнее с ним. А вам мы полностью доверяем. Элис. Привет, Лиам. Здравствуй, ма. Боже, Джерард, разве нельзя это прекратить? Элис, разве нельзя по-другому? Элис, все решено. Пожалуйста, уважайте мои убеждения. И знаете что? Никогда еще я не мыслил так ясно, как сейчас. Он не сможет, ма. Он так не выживет. Фрэнк Хиггинс, 40-й день. Не дайте ему умереть. Новости из Северной Ирландии. Положение в тюрьме обостряется. Ира выдвинула тезис: наши товарищи готовы умереть за свои права. Доброе утро, начальник. Доброе утро, ребята. Пусть, кто пытается лишить их этих прав, будут готовы заплатить ту же цену. Уходим, живо! Живо! Дэнни! Помогите! Нет! Нет! Я горжусь тобой. Почему? Ты уважаешь мои убеждения. Джерард, кто сказал, что я их уважаю? У тебя был выбор, а нас ты оставил без выбора. Не дай ему умереть. Киран! Киран! Я посмотрю. Нельзя.
Мы все оплакиваем смерть этого юноши. Но мы должны также скорбеть о 2 работниках тюрьмы, которых зверски убили на глазах у их близких. У кого-то из вас руки запятнаны кровью. Кто вам заплатил за это? Молю вас, остановить насилие. Кто вас подбил на это? Мы не будем это слушать. Наш первый долг... Не будем! Наш долг перед Богом — спасать жизни. Вас купили британцы? Мы должны спасать жизнь везде и любой ценой. Пусть это даже не приветствуют. Пожалуйста, пусть больше никто не умрет. Пусть никто больше не умирает. Киран! Это неправильно, неправильно. То, что вы сказали, это абсолютная чушь. То, что я сказал, это Божья заповедь. Хотите, чтобы я предала своего сына? Это Божья заповедь, Энни. Это уже не протест. Эти люди используют похороны, чтобы заручиться поддержкой. Эти люди наши друзья, наши родные. Вы должны забрать своих сыновей. У вас есть право выбора. Вы можете выбирать. Оставьте их в покое. Нет, у меня нет. Это не мой выбор. Боже, да будь мой выбор. Неужели я оставила бы его умирать? Идем, Энни, едем домой. Энни. Послушайте, Кэтлин. Он теряет сознание. Надо связаться с родственниками. Миссис Квигли, Тим Харрингтон. Оставьте меня в покое. Пожалуйста, миссис Квигли, я думаю, у нас есть решение. Простите, я иду к сыну. Мы можем все решить. Хотите остановить это безумие? Хотите? Пока еще не поздно. Пожалуйста. Сведите меня с Дэнни Бойлом. Я здесь в безопасности? Им придется убить и меня. Вы думаете, они не смогут? А вы, однако, смельчак. Мистер Бойл, у меня предложение. Заключенные могут требовать своего. Это их право. Это их право. И если голодовка будет закончена, а ваша организация не будет требовать для них статуса военнопленных. Можно пепельницу? Правительство заявит, что, учитывая мудрое решение закончить голодовку, мы пересматриваем тюремный режим. Вы обманули нас насчет одежды. Мистер Бойл, я никогда никого не обманывал. Итак,
Если условия приемлемы, я сегодня же вечером буду в тюрьме и изложу им их в присутствии вашего свидетеля. Тэтчер никогда на это не пойдет. Влиятельные силы в правительстве полагают, что премьер-министр согласится. Сначала я должен поговорить с заключенными. А я с моим народом. Дэнни, мой сын умирает. Времени нет. Разве нельзя прямо сейчас? Сынок. Сынок. Ну? Сделайте что-нибудь. Сожалею. Вы обязаны. Ничего не могу сделать. Выйдите, пожалуйста. Один. Освободить проход. Держись, Фрэнки! Держи, Джерард! Привет, Том. Что-то серьезное, раз ты здесь? Похоже, мы договорились. Вы не видели Харрингтона? Нет, я думала, что он с вами. Том Маклоуклин, лидер заключенных. Здравствуйте, миссис Куигли. Так он не с вами, а где он? Думаете, подъедет? Не знаю, наверное, в Лондоне. А как думают заключенные? Если британцы согласятся, они согласны. Слава богу. Можно сигаретку? Да-да, конечно, конечно. Спасибо. Где он? Знаете, Фрэнки долго не протянет. Да, знаю. Нам остается только ждать, миссис Куигли. Да. Да, мы договорились. Они согласны. Нет, никто не будет унижен. В чем дело? Как вы смеете? Твоей карьере конец. Мы пришли к соглашению. Это не соглашение, это капитуляция. Предупреждаю, у меня мощная поддержка. Скажи спасибо, если получишь пенсию. Уходи немедленно. Уходи. Кардинала, пожалуйста. Да, ваше преосвященство, думаю, можно прийти к соглашению. Да. Кэтлин, Кэтлин, кардинал придумал выход. Какой выход? Что вы здесь делаете? Откуда это? Из канцелярии Франсуорта. Черт бы вас побрал. Что такое? Заключенные получат привилегию носить свою собственную одежду. Боже мой, привилегию! Просто такое слово. У нас были прямые переговоры с Харрингтоном. Он был готов принять 5 требований как право. Простое слово. Но за это право погибли 9 человек. И вам ни к чему вмешиваться в эту работу.
Это выход, Дэнни, это выход! Я забираю его. Не будем ему мешать. Фрэнки? Энни. Кэтлин. Энни, мне так жаль. Зато он отмучился. Я забрала Джерарда. Иначе не могла. Кто-то должен был это сделать. Хорошо, что у тебя был выбор. Так, миссис Куигли, прошу вас с нами. Боже. Миссис Куигли, как самочувствие сына? Чье это решение? Миссис Куигли, ваш сын вышел из голодовки по указанию Ира. Миссис Куигли, скажите несколько слов. And it rises and falls on the tide. And as I sail on the ocean, I have one warm secret inside. I dream of a seabird
as it opens its wings to the gale. В этой голодовке умерли 10 человек. Боб Сандс, Фрэнсис Хьюз, Реймонд Макриш, Патси О'Хара, Джо Макдоналл, Мартин Хёрстон, Кевин Линч, Киран Дохерти, Томас Илф, Микки Девайн. Голодовка закончилась 3 октября 1981 года, когда несколько матерей вмешалось, чтобы спасти своих сыновей. Вскоре после завершения голодовки британское правительство удовлетворило все требования заключенных. На русский язык фильм озвучен по заказу телеканала «Россия» в 2010 году.